Добрый день, дорогие земляки, туркменистанцы. С вами опять я, Хадыров Какумурат. Сегодня 9 января 2025 года. Как вы знаете, 2,5 месяца тому назад я сделал обращение президенту Сердару Бердымухамедову, что хочу посетить родину Туркменистан, я гражданин Туркменистана, посетить могилы своих предков, родителей, мамы и папы. Но до сегодняшнего дня никакого ответа, ни привета нет. Я это сделал по просьбе тех, кто сторонники нашего правительства, нашего президента. Они сказали, попробуйте обратиться к президенту. На моих тикток-каналах, когда мы общались, вот Залина Мамедова говорила такая. Я это помню. И следуя логике, что прежде чем вступать в конфликт, надо пройти все мирный способ. Я это прохожу и обратился. Но до сих пор ни ответа, ни привета. Соответственно, что я сделал? Я начал изучать законодательство в Европе, в Америке. Как можно принудить президента нести ответственность? Ведь не секрет, что они, как вступают в должность, они только когда клятву приносят, они говорят, мы будем заботиться о гражданах своей страны. Ну, тут, в данном случае Туркменистан. А после забывают. Они как будто, вот, понимаете, это Богом данной им должность, как будто сверху он прислал. На сегодняшний день я изучал, но Сердара Бердымухамедова я не могу. Вот у него причин нет, у меня доказательств нет. За что-то зацепиться. Но мы можем же зацепиться за Гурбангулы Бердымухамедова, его отца. За время его пребывания в должности был ураган в Лебабе, в Марах. Он, издеваясь над туркменским народом, не оказывая никакую помощь, оказывает гуманитарную помощь соседнему Узбекистану. Он фактически наплевательски относился. Ну, раз это галочка была. Вторая галочка, когда в период коронавируса он сказал, что в Туркмении нет коронавируса и закрыл страну. Но за пределами Туркменистана тот период времени все страны своих граждан забирали, а только Туркменистан не забирал. Это о чем говорит? А что он не выполнял статьи Конституции и свои клятвы, что он должен заботиться о стране, о людях в первую очередь. А как вы знаете, самое большое богатство в Туркменистане, они думают, что это газ, а мы думаем, что люди. Везде думают, что люди. И он наплевательски относился к этому. Вторая галочка. Кроме того, Туркмен-Юрт анонсировал то ли в ОБСЕ, то ли в одном из своих видео, что они сказали, что в период коронавируса в Туркмении умерло 500 тысяч человек. Это фактически 10% от населения Туркменистана. Это уже является основанием для возбуждения уголовного дела по факту геноцида. Я надеюсь, они ответственно, как заявили, также ответственно поступят и напишут заявление об этом. Международный суд. Я впоследствии укажу электронную почту, которую я создал. А электронная почта легко звучит. gagaturkmenistan@gmail.com. Так вот, это только внутри они, как сказали. Да и этому-то есть доказательства. Мой друг Сапар Мамед Непескулиев не поленился, подсчитывал. Но до 500 тысяч не дошло, у него другая цифра. Но он подсчитывал все кладбища, сколько людей умерло. И в Туркмении найдутся свидетели, как по-хамски, по-наплевательски он относился к населению. Сам в это время сбежал, ушел, рыб ловил, на рыбалку, если помните. Уважаемые туркменистанцы, кроме этого, же в Индии умерло сколько людей на лечение уходит. В Иране, может быть, умерло. В России точно умерло. В Узбекистане, в Турции огромное количество. Неужели мы будем смотреть на это? Неужели у нас нет чисто человеческой совести, сострадания? Я готов посвятить свое время и свои финансы на то, что возбудить уголовное дело в Международном суде в отношении Гурбангулы Бердымухамедова, если вы напишете достаточное заявление. Да, они могут сказать, что Туркменистан не является членом Римского статута. Но в отдельных случаях, в стране, где происходит геноцид, убийство, насильственное убийство, насилие в отношении населения, пытки
Если граждане напишут, могут дело возбудить. И Гурбангулы Бердымухамедов, поверьте мне, так вольготно Европу не будет ездить на лечение, пользоваться государственным самолетом, как своим частной собственностью. Поверьте, граждане Туркменистана, вы не будете одни. Первым об этом свидетелем будет Ремберду Курбанов, потому что я на ОБСЕ, на одном из собраний, он сам говорил, что находился в это время в Туркменистане, там был президент Бердымухамедов, не оказывал никаких помощи. То есть он фактически наплевался на население. И пусть попробует, он не напишет это заявление. Значит, он, поставим вопрос о его статусе пребывания в Европе, значит, он соврал. Точно так же все турцы, кто находится активисты, начиная с Тагановой, заканчивая там Умидом Кузубаевым, и это Умидой, там Ахмед Рахаман, другие, все напишут. Поверьте мне, вы не будете одни. В Швеции Зарина Атаева, Энджан Салыхова, в Польше Сердар Ходжинепесов, Керим Исмаилов в Германии и другие, все вы напишете. Алишер Зайнуль, думаешь, что ты как-то слился, что ли? Нет, и ты тоже напишешь заявление. Да, еще хочу предупредить, кто, пользуясь случаем, который по параграфу 24 у них закончился, в Украине студенты, и вы, которые на политику сели и тихим сапом получили убежище, думаете, что вы не напишете? Нет, легко и просто делается. Международный прокурор Международного суда. Делайте запрос со всех стран Европы, кто по политике пришел с Туркмении. И вас всех фамилии будут известны. И вы тоже напишите заявление. Теперь, правозащитная организация, как Туркмен-Юрт, как Хельсинский фонд, инициатива по правам человека туркменская, вы тоже напишите заявление. Потому что вы об этом вещаете каждый год на ОБСЕ. Или вы просто так ходите, или вам нужен результат. Нам-то, например, туркменам, нужен результат. Для этого мы делаем. Мало того, я вам больше скажу, туркменистанцев, на туркменском я не сказал. Я, когда был в ОБСЕ, посмотрел. И когда сделал свое заявление и приехал обратно, мне сказали, ребята, встретились определенно, не ребята, а уже солидные люди, они сказали, вот ты понял, почему Туркмения не получает как таковую помощь со стран Запада? Я говорю, а в чем дело? Потому что там одна говорильня, они сказали. Я говорю, к примеру, что, вот, вы что, в Россию помогали, что ли? А почему? Говорит, вот ФБК, говорит, помогали, мы заставили фактически российского олигарха Зимина помогать. Это было наше влияние. Но если ты посмотришь, говорит, Зимин прекратил сейчас спонсирование ФБК. Потому что они не находятся в России. Поэтому Мария Певчая по-другому начала действовать. Я хочу вам сказать, что если мы начнем активно в этом хотя бы направлении действовать, ведь от вас ничего не надо, вам же не требуется, что в Туркмении давайте идите на мирный протест или что-нибудь. От вас только нужно взять ручку и лист бумаги и написать. Написать на Гага, Туркменистан, @gmail.com. Заявление в Международный суд, который находится в Голландии. Голландия это Нидерланды, в городе Гаге. Он состоит из все это единая такая унитарная структура. При нем есть прокурор, при нем следствие и суд. Если вы слышали недавно, то есть они вынесли постановление об аресте Владимира Путина, Биньямина Нетаньяху. А Гурбангулы не будет исключением, поверьте. Вот, смотрите, я недавно изучал, это я плотно изучал все это дело. Суданского президента привели к уголовной ответственности. Суданского президента, представляете, который занимал должность, сейчас я вам скажу, где он. Извините, сейчас зайду на сайт.
Аль-Башир Омар Хасан Ахмад. Посмотрите. Аль-Башир Омар Хасан Ахмад. Наберите сайт International Criminal Court, и там все это вы. Это легко и просто делается. Я не претендую ни на какие лавры. Мне единственное, хочется поехать в могилу моей матери и отца. Провести какое-то омовение, провести молитву прочитать. Но вы, уважаемые туркменистанцы, вы разлучены со своими семьями. Если жена работает в Турции, муж в Туркмении с детьми. Если муж работает в Турции, жена в Туркмении с детьми. И у вас дети не узнают. Вы ничего не теряете в данном случае. Я еще раз подчеркиваю. Потому что в любом случае Гурбангулы Бердымухамедов не захочет быть, чтобы в отношении него возбуждали уголовное дело. И он в этом случае вам, всем, кто написал заявление, и не всем простым гражданам, вам выдаст паспорт. А если не выдаст, еще лучше. Если вы напишете, и мы его привлечем к уголовной ответственности в международном суде, то это будет первая ласточка. Один его первый выезд в какой-то Европу, куда-нибудь со шмотками, в Париж или куда-нибудь, возьмут его за наручники. Наручники и посадят его. А если его осудят, тогда и Гульшат Мамедова следующая ласточка будет. Рашид Миредов, который исполнял в его период. Все, которые в кабинете министров, все люди, которые ответственны за судьбу людей, будут привлечены один за другим за свои деяния. А им придется доказывать свою невиновность. А нам придется доказывать, то есть Международный уголовный суд, следователь, будут доказывать их невиновность благодаря вам. А они все виновны. Как наплевательски относятся к туркменскому народу, еще так никто не относился. Поэтому, еще раз к вам обращаюсь, это в ваших же интересах, не в моих. Я просто свое время и деньги на это просто как из альтруистических начал делал. Если есть какие-то другие юристы, типа Мислиханова и какие-то там другие, делают пусть. Но что-то уже сколько времени прошло, а никто из них это не соблаговолил и даже не делает. И еще хочу сказать, что после моего выступления какие-то правозащитные организации или такие активисты начнут выступать и говорить против меня, значит, они работают на Туркменистан. Значит, они сами не заинтересованы, чтобы что-то происходило. Поверьте мне. Все должны будут написать заявление. Поверьте мне. Попробовать правозащитные организации не записать. Я буду сам ездить лично на все конференции и раскрывать их истинное лицо. Мы, раз решились, вышли вперед, за судьбу Туркменистана как-то взялись и говорим, что там есть насилие, так давайте привлекать Гурбангулы Бердымухамедова по факту геноцида. Основания тем более есть. Но если этого не будет, это просто будет говорильно, значит, знайте, что эти просто прохиндеи только ходят на этих мероприятиях, там себя показывать и получить соответствующие вознаграждения от международных организаций в виде грантов. Я не обвиняю никого и ничьи фамилии не говорю. Но это не, если это не случится, я персонально буду каждому говорить. Не только в Ютубе, ТикТоке, но и на этих международных конференциях. Спасибо всем за внимание. Еще раз говорю, это можно сделать. Гурбангулы преступник Бердымухамедов. Даже если они мне после этого дадут визу в Туркменистан или пригласят, я не испугаюсь, я поеду. Но это не означает, что я оставлю это дело. Буду за вас, за своих туркмен биться. Потому что это все надоело, реально. Мы должны быть гордыми и независимыми. Не нужен нам посредники, или Россия, или Турция, или там Китай, или что-то. Мы должны напрямую с каждым говорить. Достойно, с гордо поднятой головой. Спасибо всем за внимание.